И кто сказал, что время великих советских строек кануло в лету? Кто сказал, что в наше время нет места подвигу? Строительство высоковольтной линии Щелоков-Центральная энергостроителями Татарстана и по масштабу трудовой доблести сопоставимо с героизмом первопроходцев БАМа и, если хотите, со строительством Крымского моста. При этом наши энергетики сделали свою работу без отрыва от своей текущей деятельности в рекордные сроки и с отличным качеством. Проект сдали без лишней помпы и шума, но грандиозность, величие его можно оценить даже по этим кадрам. Эксперты сходятся во мнении. Энергомост Щелоков-Центральная, соединивший Казанский и Нижнекамский районы, стал важной вехой в новейшей истории не только Татарстана, всей России. Уникальная стройка, уникальное решение. В советское время на такие спецпереходы людям давали Героя России, Героя Советского Союза, Героя соцтруда. Вот это такие люди. Чтобы отдать должное героям труда энергетикам, собрались в пирамиде представителей энергетического сообщества республики. Теплые слова благодарности и признательности звучали от коллег-промышленников. То, что сейчас делается и сделано, это, скажем так, памятник, который воздвигли энергетики на многие годы вперед. Это работающие, это дающие людям свет, это дающие людям возможность развиваться, который действительно позволил экономике Республики Татарстан развиваться новым производством и сделан огромный задел на дальнейшее развитие. Впервые за всю историю Татарстана химическая промышленность получила первую особую категорию надежности. Это и по Казани, и по Нижнекамску. Мы перебросили с вами энергию Кама на Казань. Новая линия электропередач Щелоков-Центральная была построена всего за 2 года. Просто невероятные темпы, это в условиях меняющейся погоды и с учетом сезонного характера работ. Это все вроде как незаметно, но на самом деле это огромный труд энергостроителей. Вот за последние 5 лет вложено в энергосистемы в нашу только республику 45 миллиардов рублей. 45 – это огромная цифра. Мы таких великих строек, наверное, давно не знали. Здесь надо понимать, что энергомост Щелоков-Центральный стал, можно сказать, финальным аккордом огромной предварительной работы, проведенной нашей сетевой компанией. За последние 5 лет была проведена реконструкция подстанции 500 киловольт Кентери, 220 киловольт Кутлу-Букаш, 220 киловольт Центральная, подстанция 500 киловольт Бугульма, 110 киловольт Южная, 110 киловольт Юбилейная. В 2013 году была введена в работу подстанция 500 киловольт Щелоков. Для основных бюджетообразующих комплексов Нижнекамского энергорайона была создана надежная схема энергоснабжения. Третьим независимым источником питания на этой территории стала подстанция напряжением 220 киловольт Бегишева, введенная энергетиками сетевой компании в 2016 году. Он, наверное, был бы сейчас горд за нас, за то, что мы сделали. Щелоков, да, был бы очень горд, потому что это его мечта была. 70 крупнейших объектов за эти 5 лет. Даже перечислить сложно. Это и новые административные здания, мастерские участки, РЭСы, крупнейшие подстанции в столице, в городах нашей республики, Альметьевске, Нижнекамске, в Буинске, в Бугульме крупнейшие подстанции, которые связывают Урал и центр. Сегодня происходит реконструкция. Представляете? Это очень большая работа. Она незаметна для жителей республики, и это хорошо. Важный момент. Все работы по возведению энергообъектов были выполнены силами специалистов из Татарстана. Владимир Уржумцев курировал работы по строительству линии Щелоков-Центральной и вспоминает, никого из ребят подгонять или уговаривать не приходилось. У ребят глаза горели, когда они это делали. Вот, знаете, работало несколько бригад, и вот как раньше было соцсоревнование, они соревновались между собой, чтобы быстрее успеть сделать свой участок и уйти на другой. Самое сложное, наверное, было выставить фундамент. Вот считайте 40 метров высотой. Фундамент заливные должны стоять так, чтобы вот на 40 метров никаких отклонений не было. И металлоконструкции, и, значит, проектирование, и все земляные работы, значит, сделаны именно строителями, энергостроителями.
энергопроектировщиками Республики Татарстан. Вместе с реализацией инвестпрограммы и подрядная организация, в том числе наша компания, она развивалась, росла и нарабатывала те компетенции, которые выставлял нам требования наш заказчик в лице сетевой компании. Вячеслав Юрьевич Колосков, руководитель проекта «Кэрхолдинг». Организовали работу так по участкам, чтобы темпы строительства не падали. У нас, например, даже были обиды со стороны рабочих тем, которым не удалось поработать на спецпереходе вот через реку Вятка. Я спрашиваю, для чего, зачем? Это же тяжело, вот холодно, мороз, ветер, высота большая. Отвечали, я приму участие, буду строить, а потом детям покажу и скажу, что вот это я здесь принимал участие, что это мы строили. Им это удалось – вписать свои имена в новейшую историю Татарстана. Хотя бы потому, что они всегда первые. Наши энергетики, энергостроители, специалисты технических служб. Еще до начала возведения любых производств, объектов, первыми идут они. Создают базис, основу всей экономики, каждого промышленного объекта. Фундамент. Проводя церемонию награждения, Ильшат Фардиев находил отдельное слово каждому заслужившему награду. Вручая почетную медаль ветерана УАО «Сетевая компания», ныне старшему мастеру «Авангард Энерго» Талгату Исхакову, он вспомнил, как познакомился с этим человеком 20 лет назад в рабочей обстановке. Он тогда уже был опытным, знающим, а в апреле этого года Талгат Ахатович отметил полвека в энергетике. Вот какими людьми работаем. Спасибо. Профессия мне, работа нравится сама. Плюс от того, что я так долго работаю, вот в моем жизненном пути по работе, да, но всегда положительные люди встречались, всегда. Любой житель нашей республики, он всегда хочет жить спокойно. Он пришел к нам, обратился, ему надо на пасеку, там 5 киловатт. Пришел, заплатил свои 500 рублей для того, чтобы мы ему провели туда линию, и мы за эти 500 рублей на миллионы строим линию. Но это наша обязанность, это наша, как бы, наша работа, это наша ответственность. В зале сидят выдающиеся строители энергетики, потому что наши с вами дела остаются на века. Благодаря вашей энергии, благодаря нашим совместным усилиям, если мы хотим идти вперед быстрее, уверенно и далеко, то мы должны идти с вами вместе. Только таким путем мы можем создавать и строить еще новые проекты. Тимур Бекмурзин, Шавкат Гимудуддинов и Роман Безменов. 7 дней.